Конечно, можно сказать, сегодня впервые вот на таком уровне человек, который имеет огромный политический вес во всем мире, это сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский. Когда он говорит о чеченской проблеме, о трагедии и о том, что произошло, он в первую очередь дает характеристику России. И этот сигнал и месседж больше он направлен именно Трампу. И думаю, что другие лидеры, западные лидеры Европы, они все это знали, они очень хорошо ужились с этой трагедией, с этой проблемой, потому что им было удобно замалчивать эту тему и делать вид, что ничего не произошло, и что время все это сгладит. Но, как мы видим, время ничего не сглаживает, время только дает и дает больше возможностей диктаторам, насильникам, потому что если они чувствуют безнаказанность, это их не успокаивает и не умиротворяет. Это их только разыгрывает их аппетиты, и они идут все дальше и дальше. И сегодня пришли к тому, что вот западные политики домолчались до того, что они сегодня оказались реально под угрозой со стороны России. Не просто под угрозой, а под смертельной угрозой. И сегодня, когда президент Зеленский говорит о ситуации, о проблемах между Украиной и Россией, он не зря сделал вот такой экскурс, начиная с Приднестровья и заканчивая сегодняшней Украиной. И в числе других стран он перечислил и чеченцев, которых Путин уничтожил. Да, естественно, чеченская трагедия во всех этих вопросах, вот до 22 года, до всех других относительно сравнить с другими конфликтами, это был самый жестокий конфликт. После Второй мировой войны мир не знал аналога вот этой войне и тем жестокостям, которые русисты совершили по отношению к чеченцам. Но все это они теперь уже отрабатывают с 22 года. Эти же методы, которые были отработаны, они их сегодня практикуют и в Украине. И, естественно, президент Зеленский обратил внимание на цепь этого явления – Россия или Путин. Все проблемы, которые он перечислил их часть только. Если углубиться в историю, это шлейф, который идет за Российской империей. И до тех пор, пока она будет существовать, как империя, эта страна будет существовать, вот эта угроза будет сохраняться. И я очень благодарен и признателен всем, кто сегодня говорит миру и увязывает сегодняшнюю ситуацию с трагедией, которую пережил чеченский народ, начиная 30 лет назад. И в частности, сегодня, когда президент Зеленский заговорил о чеченцах и этой трагедии, и он абсолютно подчеркнул, что украинцы, что чеченцы, татары и другие народы, которые сегодня являются колониально зависимыми, и Путин считает, что Украина должна находиться в том же состоянии. Это не Путин считает, это Россия считает, что Украина – это часть вот этой империи, и она может существовать только под российским управлением. Если даже какая-то форма будет носить какой-то политический суверенитет или независимость, но в целом оно должно находиться в орбите влияния России и Российской империи. И Российская империя для контроля над другими территориями должна пользоваться вот всем тем ресурсом, который имеется у украинцев, как живой силе, так и природные ресурсы. И поэтому то, что сегодня подчеркивает президент. Да, я говорил это в своем раннем выступлении, отвечая на вопрос каких-то журналистов, что перемирие и примирение – это абсолютно разные вещи. И нельзя это путать. Ну, это в американских традициях пытаться подружить своих союзников. Ну, вот сегодня они не могут открыто, когда Россия ведет вот такую агрессивную войну, называть Россию своим союзником, партнером, как это в свое время сделал Буш-младший, когда он заговорил, что он посмотрел в глаза Путину и поверил, и увидел в нем человека, которому можно доверять. А это происходило именно в тот момент,
о котором сегодня говорил президент Зеленский, когда Россия уничтожала чеченский народ. И вот, памятуя об этом и помня об этом, сегодня и в последующем еще один пример очень хороший, я думаю, очень кстати. Точно так же американцы пытались примирить Грузию, вернее, подружить Грузию с Россией, то есть Михаила Саакашвили подружить с Путиным, чтобы им было удобнее и комфортнее дальше иметь дело с Россией, как с союзником. Но, видите ли, у России другая природа. Она не может быть равноправным субъектом, вернее, не может признать вот эти ранее, когда страны, которые входили под влияние Российской империи, признать их равноправными и дружить. Но дружить можно с человеком, которого ты принимаешь и считаешь его ровней, да, уважаешь его традиции, его культуру, его обычаи, все. И свое отношение строишь, исходя из этого, и вы дружите. С Россией такой дружбы невозможно. Вот сегодня, если взять по примеру Иванишвили, вот он дружит с Путиным, потому что он всецело выполняет то, что поручает ему Россия. И только в этом случае можно иметь дружбу с Россией. И вот американцы в лице Трампа или других, и всего американского, они должны понять, что с Россией дружба возможна только в том случае, когда она не претендует на глобальное влияние, пока она не претендует на то, чтобы называть тебя собственностью, считать тебя собственностью. А вот от этого можно отказаться, только отказавшись от имперских амбиций и от имперской политики. И поэтому у России никогда не получается ни с кем иметь дружбу, потому что она остается империей. И вот эти амбиции имперские и превосходство над другими, оно сохраняется именно в имперской политике. И поэтому сегодня президент Зеленский очень четко дал сигнал: не надо пытаться нас подружить с Украиной, вернее, с Россией. Не надо нас подружить с Россией, пока они не ответят за все те злодеяния, которые они совершили. И этому пример, вот очень свежий, в историческом измерении, это свежий пример, это Вторая мировая война. После окончания Второй мировой войны немецкий народ, после Нюрнбергского процесса, 3-4 поколения добиваются примирения с Европой и с другими странами, которые пережили нацизм со стороны Германии и немецкого народа, и со стороны Германии. И только в 1922 году, 28 февраля, после 5 дней начала российской агрессии против Украины, канцлер Германии Шольц, выступая в Бундестаге, заявил: сегодня только мы избавились от бремени вины, от исторической бремени вины перед миром. Это о чем говорит? Это говорит о том, что зародился фашизм, русизм. И вот теперь уже то, что происходило 70-80 лет назад с Германией, с немцами, вот это Путин снял с них вот эту вину, историческую вину, бремя вины перед человечеством. И в этот же день Бундестаг принял, что очень символично, бюджет увеличил на военные расходы бюджет на 100 миллиардов евро. Вдумайтесь в цифру, на 100 миллиардов евро. Немцы, как никто другой, понимали все те процессы, которые происходили в России, к чему Россия готовилась и к чему она пришла. И, конечно же, сегодня, как бы не желал Трамп или кто-то другой изменить Россию, не призвав ее к ответу, это будет невозможно. И поэтому то, что сегодня говорил Зеленский относительно всего, что происходит в России, и что не надо пытаться подружить Украину с Россией до тех пор, пока не будет признана
и призваны к ответу виновные за те злодеяния, которые они совершили. И он упомянул ряд других государств, которые пострадали от российской политики. В частности, он это персонифицировал с Путиным, хотя я абсолютно не сторонник персонификации какой-либо проблемы, особенно такой проблемы, которая имеет исторические корни еще до появления Путина в природе, в жизни. Эти проблемы существовали, и они имеют место. И за эти все злодеяния, которые Россия совершила все эти годы, Россия не призвана к ответу. И до тех пор, пока она не будет призвана к ответу, вот эти преступления будут повторяться из года в год, из десятилетия в десятилетие или из 50-летия в 50-летие. Каждые 50 лет, 20 лет, 30 лет, в зависимости от того, как будет выстраиваться экономика России.